На повестке внеочередного заседания Сухумского городского собрания 2 пункта, главный из которых – внесение изменений в бюджет столицы на 2023 год. Начальник финансового отдела администрации Алхас Лагвилава подробно рассказал, по какой причине вопрос вынесен на заседание. Постановление Кабмина вышло о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Вот. И за это мы все эти вопросы в одном письме отразили, и чтобы сразу все изменения, вот эти касаемые текущих вопросов, сразу отразить в бюджете 2023 года. Исходя из этого всего, проработали все вот эти моменты, были перерасчеты заработной платы были сделаны, плюс вот эти вещи, которые необходимы для города. Были также согласования с налоговой нашей городской, по увеличению доходной части бюджета города. Вот. Все это согласовано с Министерством финансов, с Министерством по налогам и сборам. Алхас Лагвилава предложил депутатам увеличить доходную и расходную часть бюджета столицы на 87 миллионов 624 тысячи рублей. Это покупка спецтехники, проведение строительных работ, а также увеличение заработной платы основным категориям работников бюджетной сферы согласно постановлению Кабинета министров. Она разбивается, по КБК, здесь, на налог на прибыль организаций созданных, 10 миллионов добавить, и на подоходный налог на 61 845,7. Также увеличивая межбюджетный трансфер, мы вам прикладывали там письмо министра финансов, где озвучивается, что они увеличивают нам субсидию местному бюджету, бюджету города на 14 миллионов, но это за счет увеличения заработной платы по этим категориям социальной сферы. И плюс еще 1 778,4 это иные межбюджетные трансферты, которые поступили к нам в июле месяце. Это был целевые деньги с резервного фонда президента на ремонт подпорной стены по улице Арцах. Там была подпорная стена, там ремонт ведется, сейчас работы проводятся. Оттуда деньги нам спустили, нам надо отразить. В заседании принял участие мэр Сухума Беслан Эшба. Он рассказал депутатам о проблемах муниципального управления благоустройства. Речь идет о дефиците техники. С учетом режима работы спецтехника серьезно износилась, поэтому планируется частично обновить парк. Мы предлагаем увеличить и расходную, и доходную часть бюджета на 87 миллионов с копейками. Она формируется за счет перевыполнения в этом году по доходной части бюджета на 65 миллионов рублей. Так разбивается 35 миллионов на приобретение оборудования и техники, и 30 миллионов на строительные работы. Это что касается 65 миллионов рублей. 20 миллионов рублей формируется за счет 14 миллионов субсидия и 6 миллионов подоходного. Всего, в общем, все это дело идет на заработные платы. Рассчитываем там 5-6 единиц техники. В основном это мусоровозы, не тонары, как мы до этого покупали, но это мусоровозы. И там планируем еще добавить мусорные контейнеры, немножко пересмотрели. Мы провели рейдовое мероприятие, произвели замеры конкретного мусора, сколько вывозится, для того, чтобы ясность картины была. Так оказалось, что не весь мусор удалось убрать, это наблюдается по факту. Также были в городе выставлены рейды. Я даже предлагал депутатам поучаствовать в этом мероприятии. В принципе, нам картина ясна, и нам надо срочно действительно менять ситуацию. Поэтому в этой части эта ориентировочная сумма, посмотрим, мы не говорим, допустим, сегодня мы там вроде договорились, уже машина выехала пока без оплаты в дороге. Это бэушная машина, мы ее, в принципе, за хорошую цену. Количество техники, которая состоит на балансе муниципального унитарного предприятия благоустройства, сегодня не хватает, чтобы возить мусор в Гальский район. Техника ездит каждая фактически по 3 раза, делает 3 рейса в сутки в Гальский район. Это 80 километров в одну сторону. Часть техники выходит из строя, она уже тоже не самая новая у нас. И необходимо, конечно, рассмотреть вопрос об утверждении
необходимых денежных средств на покупку новой техники. В ходе обсуждения Беслан Эшба подчеркнул, что также изменились сметы расходов по фуникулеру, Красному мосту, парку Тараса Шамба. К примеру, смета по укладке асфальта по улице Габечья возросла на 1 600 000 рублей. Мэр Сухума отметил, что это вызвано повышением цен на стройматериалы. Цены снова на бетон взлетели, и они отказались. Об этом Черховцах вообще не говорю, да, там они вообще сказали, близко не подойдем. Еле-еле нам удалось, сейчас договорю, удалось уговорить гудаутское предприятие, да, и вот добавив смет еще 1 600 000. То есть хвосты, которые мы повыпрыгивали из тех планов, которые у нас были. Вот это тоже за счет этого. Но вот эти крупные просьбы по Дыповской, по площадке, по господин Бирая 1 300 000, там у нас труба, которая делается в новом районе, так? Они это занимаются, делают? Ну, со дня на день приступят они там перед твоим спортзалом. Депутаты Сухумского городского собрания обсудили данный вопрос и отметили его важность. Хочется сказать еще, конечно, вот субсидии местным бюджетам очень важный вопрос такой, это вот соцблоку, повышение заработной платы. Да, и по мусору сказать, у нас, конечно, катастрофическая ситуация, и нам необходима техника. Вот Бесланом Федоровичем было принято решение о приобретении 2 машин. После какое-то время прошло, было еще приобретено 2 большегрузные машины Тонара, но форма, то есть и ритм работы, режим работы, он и люди, и машины не выдерживают, поэтому машина, мотор одной испортился, коробка испортилась, и это очень, конечно, необходимо. Давид сказал, благодарность Ираклию Игоревичу и всем сотрудникам налоговой Сухумской службы, которые уже из года в год, благодаря содействию с Бесланом Федоровичем, с Алхасом Викторовичем, вместе у нас из года в год повышается доходная часть и расходная, и все профицит. Слава Богу, и надеемся, в будущем все будет только повышаться. И также на все районы уже все больше и больше распределяться и делаться как-то так. Затем депутаты вынесли вопрос на голосование. Из присутствовавших депутатов 12 проголосовали «за», 1 против и 1 воздержался. В итоге изменения в бюджет столицы на 2023 год были утверждены. 19 августа газете «Ахуа Сухум» исполнится 25 лет. Депутаты Сухумского городского собрания поздравили главного редактора Мадону Квизыне со знаменательной датой и вручили ей букет цветов. Далее заседание продолжилось без участия журналистов. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.